Одна молитва в заповедной мекканской мечети Аль-Харам равняется 100 тысячам молитв в другом месте. Подумайте, сколько времени нужно человеку, чтобы совершить 100 тысяч молитв? Ему нужно на это 55 лет. Только подумайте, одна молитва заменяет целую жизнь долготой в 55 лет. Жизнь, которая проведена полностью в молитве и без единого греха. А что вы скажете о 5 молитвах, которые человек может совершить за день в мечети Аль-Харам? Сколько лет, проведенных в молитве, получается? Получается 277 лет, проведенных в молитве без единого греха. А если провести 10 дней? А если провести 10 дней, то это получается 2700 с лишним лет. 2700 с лишним лет, проведенных в молитве без единого греха и не отвлекаясь ни на что. Мы говорим только об обязательной молитве, но ведь есть еще и добровольные. Добавьте к этому Лейлатуль Кадр, ночь предопределения, поклонение в которой лучше, чем поклонение в течение 80 лет. Все мы это говорим к тому, что мусульманин должен стремиться получить великую награду в короткий срок. Например, пророк, алейхиссалату вассалам, сказал: «Есть 2 поклонения, совершающие их войдет в рай». Эти 2 поклонения легки в исполнении, но совершающих их очень мало. Сподвижники спросили: «Какое это поклонение, о посланник Аллаха?» Пророк, алейхиссалату вассалам, ответил: «Произнесение после обязательной молитвы Аллаху Акбар 10 раз, Субханаллах 10 раз и Альхамдулиллах 10 раз». Это минимальное количество тасбиха, который делается после намаза. Пророк, алейхиссалату вассалам, сказал: на языке это всего лишь 150 раз, то есть по 30 раз за каждой молитвой, плюс 5 молитв, которые мы совершаем в течение дня, получается 150. Итак, пророк, алейхиссалату вассалам, сказал: на языке это 150 раз, однако на весах благодеяний это число возрастает до 1500 раз. То есть тебе записывается награда, как будто ты произнес это 1500 раз, и это если потратить всего 1 минуту в день после каждой обязательной молитвы. Валлахи, если бы какая-нибудь компания платила бы человеку 100 тысяч рублей в сутки, он бы работал на нее круглосуточно. Но здесь, потратив всего 1 минуту после каждой обязательной молитвы, он может заработать блага, с которыми не сравнятся никакие земные богатства. Сподвижники спросили: «А какое же второе поклонение, о посланник Аллаха?» Пророк, алейхиссалату вассалам, ответил: «Когда вы ложитесь спать, то произносите 33 раза Субханаллах, 33 раза Альхамдулиллах и 34 раза Аллаху Акбар». И это 100 раз на языке, однако на весах благодеяний это число возрастает до 1000. Ведь редко будет так, что человек совершает 2500 прегрешений в день, хотя и возможно. Но даже если и так, то эти 2500 хасанатов, которые он по воле Всевышнего получает, стирают эти грехи. Он получает 2500 вознаграждений и получает 2500 прощенных грехов. Всевышний Аллах сказал: «Инналь хасанат юзхибна сайиат». Поистине, благие дела стирают прегрешения.